Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-Тома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 13 марта. Это у нас с вами пятница. Мы будем смотреть на колоде пасьянс. Почему? Потому что день обещает быть легким, воздушным, романтичным, потому что у нас с вами будет идти под влиянием аркана звезда. А звезда — это день, который вселяет в нас надежду, веру в то, что завтра точно будет лучше, чем вчера. И также это день еще исполнения желаний. В общем, день обещает быть позитивным. Будем смотреть на пасьянсе. Первые овны. 13 марта, пятница. Несмотря на то, что это пятница 13, да, то есть день должен быть радостным. Значит, 13 марта, пятница, события дня, овны. Как для овнов пройдет этот день. Угу. Первое, что я вижу, метла, дерево. Может быть, ссора из-за какого-то приглашения. Дальше замочек еще есть. Месяц. Чашка чая. Тайна, гости, ссора, приглашение. Может быть, вас пригласили в гости, вы пошли, не сказав, и это привело к ссоре. Лавровый венок, свиток. Ну, тоже хорошее сочетание. Деловая встреча и успех. Угу, и победа еще есть. Так, теперь пробежимся, посмотрим горизонталь, вертикаль. О, и вот он, пожалуйста, цветочек. Я его сегодня жду с нетерпением, потому что это карта исполнения желаний, а звезда это у нас и есть, да, реализация желания, мечты, того, к чему мы долго шли. Так, дальше, значит, нет, нет, нет. Здесь не вижу. Получается, в этот день у вас может быть небольшая ссора, споры, приглашение, гости, открытие какой-то тайной информации, событие, которое имеет цикличность. Ну, возможно, вот в гости ходите там, не знаю, раз в месяц там, или раз в год куда-то. Цикл. Дальше деловая встреча, успех, победа. И самое главное, исполнение желания. Так что день действительно, видите, хороший. Желание исполнится, в делах все будет хорошо. Единственное, вот небольшое предупреждение, здесь вы можете с кем-то спорить в этот день. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. Так, тельцы. 13 марта. События дня, тельцы. Угу. Первая победа. Флаг. Замочек. Цветочек исполнения желания. Сердце. Ключ. Что-то у вас тут подряд прям идут. Метла.
Значит, молнию нельзя, яблоко нельзя, подарочек можно, подарочек. Бабочка. Лавровый венок тоже нельзя. Так. Ну, я больше совпадений не вижу. Значит, смотрите, первое событие сразу же показало, что у вас ждет победа в работе, в делах в этот день. Дальше все в ваших руках. Ключ показывает, что у вас есть ключик, и вы можете открыть для себя любые двери. Да? То есть у вас есть все возможности, все инструменты. Общение с друзьями, исполнение желания, открытие какой-то тайны, возможно, общение с друзьями, какой-то секретик узнаете. Могут быть споры, разногласия, метла, подарок и деловой разговор в этот день. Ну, из предупреждений что только? Из предупреждений только вот метла. Кстати, еще иногда метла проигрывается как уборка, наведение порядков. Поэтому, может быть, она и так проиграется. В целом, очень-очень классный день. Ключ, победа, исполнение желаний. Много, смотрите, таких классных событий. Так, хорошо, тельцы. Смотрим дальше близнецов. Близнецы. 13 марта. События дня близнецы. Пятница близнецы. Дерево первое. Ключ. Колокольчик. Разговор, приглашение. Кого-то вас в пятницу пригласят. Мешок нельзя. Подсвечник. Рыбу нельзя. Молния. Весы тоже нельзя. Так, теперь смотрим здесь. Бокал. Вот куда вас приглашают. На мероприятие застолья. Вечериночка тут намечается, видимо, вечером. Да, вот утром пригласили, вечером пошли. Здесь нет. Здесь совпадений не вижу. Получается, в этот день у вас первое событие — приглашение, пустой разговор, ну, болтовня. Болтовня, пустые разговоры, приглашение. Ключ. В этот день все в ваших руках, все будет зависеть от ваших пожеланий. Как хотите, так все будет получаться. Ключ еще может показывать важный день, когда, ну, допустим, там, этот день отмечен у вас в календаре. А да, в этот день может быть какое-то важное событие. Дальше надежда выпадает, подсвечник, застолье, мероприятие и какие-то ошеломительные новости. Молния, да, это как гром среди ясного неба. Вот эта информация будет для вас. И, скорее всего, это уже будет вечером. Может быть, да, на вот этой вот вечеринке что-то вы такое интересненькое узнаете. Так что, в принципе, в целом у вас здесь и события хорошие. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Сейчас будем смотреть, что же у раков будет. Раки. 13 марта. События дня раки.
ключ. Прям у нас сегодня ключ, звезда расклада. Флаг тоже частенько выпадает. Сейчас, значит, это нельзя. А, вот цыпленок. Вот чую, что-то есть. Цыпленок есть. Ножницы. Книга. Подарок. Так, здесь нет. Значит, проверяем горизонталь, вертикаль. Нет, 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 нет. Не вижу я горизонталь, вертикаль. Ну, смотрите, одно событие лучше другого. Да, ключ сразу же показывает, что в этот день все в ваших руках. Вот как хотите, все так и получается. Победа. Да, вот у вас есть ключик, у вас есть инструмент для того, чтобы у вас была победа в этот день. Решение вопроса. Может решиться в пятницу какой-то вопрос. И выпадает госструктура, госучреждение, казенный дом, книга. Поэтому однозначно в казенном доме вас ждет победа, решение какого-то вопроса, потому что да, вот перед вами открываются все двери по ключу. Подарок еще можете какой-то получить, подарок, бонус. И также цыпленок показывает защиту, заботу о ком-то. То есть в этот день вы можете, там, не знаю, нянчиться с детками, играться, делать вместе уроки, не знаю, там где-то вместе быть. В общем, о ком-то. Хотя это не всегда дети, иногда это даже и взрослые люди, и мы о них заботимся. Поэтому вот такая вот история. Еще цыплята могут показывать семейную жизнь. То есть когда мы проводим время в кругу семьи, всей семьей вместе собираемся, тоже может быть. Ну, в общем, все события хорошие у вас выпали, особенно в делах. Прям несколько указаний на то, что все для вас пройдет очень успешно и с результатами. Благодарю за внимание, раки. Переходим ко львам. Так, левушки. 13 марта. 13 марта, события дня. Угу. Первое событие, львы, это у нас с вами часы. О, сундук, супер. Лебедь. Якорь. Время остановилось. Будет ощущение у вас такое в этот день. И бокал. Время остановилось где-то на каком-то мероприятии. Так, молния. Мешок с деньгами. Сейчас я пробегусь, посмотрю еще горизонталь, вертикаль. Он есть еще конвертик. Получение денег в конверте, возможно, будет. Ну или конверт это еще может быть сообщение. То есть придет сообщение о том, что вы получили деньги. Так. Здесь не вижу. Значит, смотрите, что выпадает. Выпадает у нас с вами время и остановка. То есть время остановится в этот день. В какой-то момент вам будет казаться, что да, вот как будто бы реально минуты дотянутся как часы.
длятся. Дальше гармоничные отношения в паре будет в этот день, финансовые поступления, застолья, какие-то новости, очень сильно вас шокирующие, удивляющие, и расходы. Мешок с деньгами выпал. Если, например, сундук это доходы, то мешок чаще это расходы. Хотя, может быть, вам повезет, у вас будет два источника дохода. И плюс еще получение будет по конверту. Ну, получение это может быть как денег, так и чего угодно. Получение информации, получение посылки там, и так далее, документа какого-то. Ну, в целом у вас, видите, все события хорошие. Плохого ничего я здесь не вижу. Ну, единственное, что только вот по времени здесь, да, как будто бы затягивание. Остановка, затягивание, ожидание долгое. Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Девы. 13 марта. События дня Девы. Подсвечник, первое событие, Дева, пятница. Что я не вижу совпадений. О, цветочек. Самое главное совпадение есть. Главное, что и цветок, и подсвечник. Обе, да, оба этих события соответствуют этой карте. Змея. Завистники. Так. Ну, вроде бы не вижу. Смотрим. Здесь нет. Ну, я не вижу совпадений. Если вдруг вы найдете, а вы можете найти, вы очень внимательные, скрупулезные, да? Поэтому если вдруг вы найдете, тут, видите, подписаны, каждое событие подписано. Можете, да, вот прочитать. Значит, смотрите, что я нашла. Я нашла 3 события. Первое, надежда. Говорит о том, что вы в этот день на что-то надеетесь, чего-то ждете. Вот нашла. Месяц еще есть. Чего-то ожидаете, ждете. Еще, кстати, подсвечник может быть романтика. Романтический ужин, например. Может так проигрываться. Дальше событие, которое имеет цикличность. Месяц. Происходит там каждый месяц, допустим, может быть в этот день. Исполнение желания. Может быть. Да, одно из самых лучших событий. И змея – это часто общение, разговор с человеком, который, допустим, завидует, который желает зла. Это такой, знаете, враг. Может, например, как-то вас там, не знаю, подтрунивать, поддевать, обзывать, да, делать какие-то замечания, то есть язвить. Поэтому здесь вот змея – это обычно предупреждение. Но иногда карты нам показывают, что мы общаемся с таким человеком, да, ну, который вот способен на это, да, у него такой характер. Но в нашу сторону он не проявляет это, да, вот этот яд, он не выплескивает. Поэтому будем надеяться, что эта змея вас жалить не будет в пятницу, хотя может. Тем более, да, вот рядом исполнение желания, возможно, это просто будет зависть, как вариант. Такая вот информация для вас, Девы, на пятницу. У вас тоже все события хорошие. Вот вы уже 6-й знак, слава богу, язык укусить. Пока не это, пока плохие вообще не выпадают. Уже половина. Так, смотрим дальше. Весы. 13 марта. Пятница, весы, события дня. Покажите мне.
Ну что, весы, первая машина. Месяц. Сейчас, секунду, отвлекусь. Змея. Подсвечник. Подарочек. Так, здесь не вижу. Нет. Колокольчик еще есть. Колокольчик. Ну и здесь вроде бы не вижу. Значит, смотрите, у вас раз, два, три, 6 событий. Первое, машина. Эта дорога может быть в пятницу. Событие, которое имеет цикличность, будет надежда на что-то, подарок, получение, либо вы можете дарить кому-то подарок, пустые разговоры, болтовня и общение со змеей. Возможно, кстати, будет дорога вместе с этой змеей. Но змея чаще всего это человек, у которого такой сложный характер. Это человек язва, он умеет, там, не знаю, он знает, как можно обидеть другого человека. И здесь у вас точно будет с ним разговор, ну, контакт какой-то, да. Будет ли он в вашу сторону проявлять свою агрессию и яд? Тут под вопросом. Это не всегда так. Но как вариант может быть. Поэтому имейте в виду, что вот вы можете попасть в этот день на такую змею. Так что в целом, вот если только исключить змею, все остальные события хорошие. Подарочек, разговоры, поездка, надежда по подсвечнику. Так что все нормально. Ну, я думаю, что в этот день и змея у нас с вами может, допустим, проигрываться. Также это может быть врач, это может быть еще человек по году рождения. Кстати, змея еще тоже может быть. Может, таким образом проиграется. Смотрим дальше. Скорпионы. 13 марта. Скорпионы. События дня. 13 марта. Скорпионы. События дня. Скорпиончики, первое событие, бокал на пятницу выпадает. Не вижу ничего больше. Что у меня 2 раза уже видео обрывается. Интимная связь, кровать. Так, смотрим, что здесь. О, есть еще замочек. Замок. Здесь не вижу. Ну, все, что я нашла, 3 события для вас, Скорпион. Значит, первое событие – бокал. Это какие-то посиделки, мероприятия, застолья, интимная связь и открытие каких-то тайн. Ну, вот, кстати, часто на вот этих всех мероприятиях, да, люди делятся информацией, раскрывают свои секретики. Вот, может быть, вы какую-то тайну и узнаете в этот день. Ну, в целом ничего плохого здесь нет. Такой спокойный день с одним событием, указывающим, что может быть какая-то вечериночка может наметиться в пятницу. Благодарю за внимание, Скорпионы. Переходим к Стрельцам. Так, Стрельцы, 13 марта. 13 марта, события дня, Стрельцы.
Угу. Первая корабль. Сердце нельзя. Цыпленок. Замок, ножницы. Угу, подарочек. Кстати, частенько сегодня подарок выпадает. Прям практически у каждого знака. Так, так, так. О, есть еще сундук. Значит, смотрите, какие у вас события. У вас тоже все события хорошие. Прям сегодня супер день. Значит, первое событие. Ожидание. Кого-то или чего-то ждете. Ребенок. Забота о ком-то. Открытие тайной информации. Решение какого-то вопроса. Финансовые поступления. И подарочки. Подарочки, презенты там и так далее. Какие-то бонусы можете получить. В общем, все события хорошие для вас, стрельцы, на пятницу. Благодарю за внимание. Переходим к козерогам. Так, козероги. 13 марта. Марта, события дня, пятница. Козерожки. Угу. Первое событие — замок. Похоже, Вселенная будет свои тайны открывать. Звезда — это карта Вселенной. И у очень многих выпадает замочек. Что-то узнаем интересное. Так, лавровый венок. 2 сердца еще выпали, не проговорила. Весы. Бабочка. Цветок. Машина. Угу. Флаг. Слушайте, какой классный день будет. Пятница. Вот, казалось бы, пятница 13-го. Печаль. Печаль, печаль. Ну, я думаю, что будет что-то кратковременное. Так, и здесь нет. Смотрите, сколько много хороших событий. Открытие информации, успех в делах, победа, деловой разговор, любовь, поездка, исполнение желания, сложный выбор, весы. Будут у вас колебания в этот день, допустим, там делать, не делать, ехать, не ехать, да вот опять же с дорогой. Может быть, какой-то выбор будет связан с поездкой. И единственное негативное событие – это сильные переживания, колодец. Сильные глубокие переживания, но они могут, допустим, вас не касаться. Это может быть, какая-то, допустим, там информация открылась, там касательно, не знаю, страны, мира, соседа, там еще чего-то, и вы там попереживали, через 5 минут забыли. Потому что если бы это было с вами, мне бы здесь каким-то событием показали, что это у вас что-то происходит, а я, в принципе, здесь ничего не вижу такого. Поэтому я думаю, что это будет какая-то общая информация, которая, да, расстроитесь, но ненадолго. Поэтому вот такая информация для вас. Очень много классных событий, особенно в делах. Победа и успех выпали. Ну и любовь тоже. Любовь, цветочек, тоже исполнение желаний. Хорошо. Так что супер. Смотрим дальше Водолеев.
Водолеи. 13 марта. События дня, Водолеи, пятница. Как для них пройдет этот день? Первое, якорь. Возможность поставить точку в пятницу, может быть, якорь. Заякорить какую-то ситуацию. Новости. Лавровый венок. Шарики. Вот это вот информация, которая вас очень сильно удивит. Она может быть позитивной. Выпали новости, и шарики показывают хорошие новости. Чашка чая. Так, значит, колодец нельзя. Свиток. Ну, я здесь не вижу совпадения. Больше получается у вас в пятницу по якорю возможность что-то закончить, доделать, поставить точку. Какая-то новость, которая точно вас может шокировать, удивить. И, скорее всего, она будет хорошей, потому что выпали хорошие новости, деловая встреча, успех в работе, в делах и гости. Вот такие классные события для вас. Вообще, это день хороший именно в делах, потому что у многих знаков выпали, да, выпал этот успех. То есть, казалось бы, до пятницы 13, а он прям будет хорош и для отношений, и в делах все будет складываться. И желание тоже часто выпадало, цветочек выпадал, у многих желание может какое-то исполниться. Вообще замечательный денек. Так, ну и смотрим, рыбки остались. 13 марта. Марта, события дня, рыбы. Так, рыбки, поехали, смотрим, пятница. Мечи. Сундук. Якорь. И подарок. Подарочек. Смотрим, значит, теперь горизонталь, вертикаль. Нет. О, еще был лебедь здесь в начале. Сразу не увидела. Дальше смотрим, значит, ножницы нельзя. Здесь нет, здесь нет. Ну, я больше не вижу совпадений. Получается, первое событие – верность, гармоничные отношения в паре, финансовые поступления. То есть это хорошо все и в личной жизни, и в финансах. А дальше вы можете получить подарочек в этот день. Якорь. По якорю, скорее всего, весь вечер проведете где-то в одном месте по якорю. Заякоритесь на весь вечер. И, возможно, еще предупреждение: в этот день у вас может быть с кем-то конфликт в пятницу.
Поэтому вот могут быть какие-то споры, разногласия, конфликты. Вот этого надо вам избежать. Но опять же, тут видите, рядом никаких событий нет. Может быть, еще как вариант, вы будете свидетелями конфликта, когда на ваших глазах кто-то будет ругаться. Так тоже может проиграться. В общем, вот такая вот информация для вас. Также, рыбки, напоминаю, у тех, у кого день рождения 13 марта, я вас поздравляю, у вас начинается очень классный год. Этот год будет идти под арканом звезда от дня рождения в этом году до дня рождения в следующем, до 13 марта 2027 года. Это год шикарный, потому что звезда – это год исполнения желаний, это реализация мечты. Да, вот если вы во что-то верили, на что-то надеялись, да, вот что-то было для вас ориентиром, да, вот к которому вы шли, то звезда – это как раз тот год, когда ты можешь, да, вот это уже пощупать в руках, потрогать. Да, то есть ты как бы дошел до этой мечты, до этого желания. Также это год еще, часто в этот год нам хочется как-то вот видоизмениться, то есть нам хочется изменить, не знаю, там стиль одежды, нам хочется поменять прическу, нам хочется, ну если мы уже, да, там постарше возраст, хочется быть молодыми, красивыми, то есть какие-то там процедурками какими-то заняться, не знаю, там вы можете увлечься там косметологией, пластической хирургией там и так далее, то есть хочется быть красивыми и молодыми, тоже вот так проигрываться. И еще третья важная тема, как может год проигрываться, это звезда, это еще популярность. Поэтому в этот год человек может становиться популярным, прям вот резко, да, взлететь на его, как бы вы взлетаете как звездочка на этот звездный Олимп. Поэтому если вы как-то причастны, допустим, там к телевидению, к интернету, да, там к Ютубу, Инстаграму, то здесь вот как раз есть такая большая вероятный шанс, что вы выстрелите, да, вот как автор. Поэтому так. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.